Господь освети, Духом Святым освети, освети нас, Господь освети, сердце мое зажги, освети нас, Господь освети. Сердце мое зажги, пробуди нас, Господь, пробуди, Духом Святым пробуди, пробуди нас, Господь, пробуди, сердце мое зажги. Пробуди нас, Господь, пробуди, сердце мое зажги. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, дождь Духа Святого, изли на нас дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, сердце мое наполни, наполни, дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, дождь Духа Святого.
Господь от милости. Его милость не превозносится, Его милость, наоборот, превозносится над судом. То есть Бог, Он на самом деле не желающий судить, Он желающий миловать, Он желающий благословлять. Только с нашей стороны важно сказать Иисусу да. Есть для каждого человека свой путь, и тот путь, который Бог определил. Если человек говорит да этому пути, потому что это самый верный путь, это самый истинный путь, безошибочный, Его воля. Если ты будешь искать волю Божию, ты никогда не будешь ошибаться. Это Его благодать. Аллилуйя. Господь нам оставил свое Слово. Слово это и есть Библия, где Он выразил свои мысли свои. Потому что мы сотворены Богом. И если человек примет Божьи принципы для жизни, то он будет благословен. И он совершит то, к чему он призван Богом. Свобода от греха, свобода от всякого проклятия. И нету того проклятия, нет того греха, от которого бы Бог не мог бы освободить человека. Тебе главное в это уверовать. Уверовать в то, что Иисус это все совершил на Голгофском кресте. И через Голгофский крест тебе дана свобода, тебе дано избавление и исцеление. Главное, уверуй в это, и ты будешь спасен. И будешь идти за Господом. Аминь.
очень трудно стало жить тебе, что от жизни все уже получено. Изменений нет в твоей судьбе. Посмотри хоть раз ты на Голгофу, там невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, и горит отцовская любовь. Посмотри хоть раз ты на Голгофу, там невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, и горит отцовская любовь. Отвернулись все родные и друзья, позабыли, отказалась и семья. Позабыли, отказалась и семья. Одного оставили тебя. Посмотри хоть раз ты на Голгофу, там невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, и горит отцовская любовь. Посмотри хоть раз ты на Голгофу, там невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, и горит отцовская любовь. Нету силы, что поставить всякий грех, а душа томится и болит. Ты к Иисусу поспеши, Он примет всех, снимет грех и раны исцелит. Посмотри хоть раз ты на Голгофу, там невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, и горит отцовская любовь. Посмотри хоть раз ты на Голгофу, там невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, и горит отцовская любовь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Господу, Господь нас любит. Господь нас любит и принимает всякого, кто к Нему приходит. Господь говорит: воззови ко мне, и я отвечу тебе, и не отвергну тебя. Он всегда принимает всякого, кто к Нему обращается. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты так наполняешь сердце человека, так наполняешь его жизнь, что она расцветает, что она приобретает смысл. Тебе благодарение, Господь, слава, аллилуйя.
Господь помог, дал нам Господь искупление, святый Бог достоин, кровью своей омыл святою, открыл мои глаза. Лишь ты один достоин славы, Бог, хвала. Славим мы Тебя. Аллилуйя. Славим мы Тебя. Аллилуйя. Каждый мой день тобой наполнен, каждый мой день тобой наполнен, каждый мой день тобой наполнен. Аллилуйя. 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 Каждый мой день тобой наполнен, славу тебе пою. Сердце горит любовью к тебе, Бог, воздаю хвалу. Нет никого дороже тебя, мой Господь. Слава тебе, мой Бог, хвала тебе, хвала тебе. Бог никогда не пройдет мимо тебя. Воззови к Нему. Saus, Aleluia, Jēzum Kristu. Viņš vienmēr tev atbildēt un dot tev ceļu, dot tev iespējams, kā iziet no kāda problēmas. Viņam nav grūtas un nav grūtības, nav beziziet, nav. Viņam vienmēr ir ceļam. Aleluia. Песня об Иисусе. Муж галилеянин тебя не пройдет. Муж галилеянин тебя не пройдет. Муж галилеянин тебя не пройдет. Если ты позволишь, он сам придет, любя, и силою своею наполнит тебя. Если ты позволишь, он сам придет, любя, и силою своею коснется тебя. Иного пути нет, ты не найдешь, нет, нет. Иного пути нет, ты не найдешь, нет, нет. Иного пути нет, ты не найдешь, нет, нет. Лишь только Иисус тебя спасет. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня.
галилеянин меня не прошел, я ему позволил, он сам пришел, любя, и силою своею коснулся меня. Я ему позволил, он сам пришел, любя, и силою своею коснулся меня. Иного пути нет, я не нашел, нет, нет. Иного пути нет, я не нашел, нет, нет. Иного пути нет, я не нашел, нет, нет. Лишь только Иисус, Он спас меня. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Победа в имени Иисуса Господа. Победа в имени Иисуса Господа. Аллилуйя, слава Господу, слава Господу. Все те, кто мы здесь стоим, кто поет, кто будет еще свидетельствовать, кто будет говорить слово, мы все вышли из своих проблем. Никто не приходит, к сожалению, да, так человек устроен, пока ему хорошо, и он о Боге не думает. Но действительно, когда что-то происходит в жизни, если коротко о себе, я бывшая спортсменка, достаточно хорошо спортшоу, любила первые места занималась тэквондо, восточным единоборством. Но пришел такой момент, что я все эти победы, которые приобретала, они какую эйфорию, такое счастье мне на 3 дня давала, я что-то достигаю в жизни. Но потом, как шарик сдувался, я обнаружила в своем сердце пустоту, которую не могла заполнить ни мой любимый спорт, ни музыка, которой я уже увлекалась. И Бог милостив, Он вовремя пришел в мою жизнь, вовремя просто эта благодать сошла, чтобы Его услышать, стукали в двери сердца моего. И сокращать всю историю, когда я поняла, что мне нужен Иисус, я приняла Его в свое сердце как Господа и Спасителя, и вот эта пустота, которая меня беспокоила, она ушла. И я скажу, что это милость Божья, что Он приходит, и ты находишь именно истинный источник жизни, это именно Иисус Христос. Все остальное — это подделки, поверьте. Все остальное, все, что этот мир предлагает, это подделка. Иисус — оригинал. Поэтому прими Иисуса, пригласи Его в свое сердце, и твоя жизнь будет изменена. И она будет наполнена, во-первых, миром, покоем, смыслом. А самый главный смысл — это Иисус. Самый главный смысл нашей жизни — это наши отношения с Ним. Потому что лучше и больше того, что может на этой земле быть, это наше общение с Ним, это наше сердце с Ним. Это больше, чем этого. Это есть апогей счастья, на самом деле. И больше этого ничего не может на этой земле стоять. Как бы ты, что бы ты ни творил, даже добрый ты молодец, ты добрые дела делаешь. Превосходно. И Бог тебя, возможно, двигает, но тебе нужно с Ним познакомиться. И ты больше будешь творить. Потому что та ветка, которая пребывает в Нем, Господь говорит, она приносит много-много плодов. А самое главное, никогда смысл не будет потерян, потому что сам смысл — это Господь и твое общение, твоя любовь к Нему и Его любовь к тебе. В раю Адам и Ева, они именно с Богом общались. Вот так ходили и общались, как мы друг с другом общаемся. Видели Бога. Но по какой-то причине, по какой причине? По причине греха, к сожалению, да. У них получилось так, что они согрешили, да, и грех отделяет человека от Бога, да. Но Бог и говорит, что о чем мы сейчас здесь пели, что на Голгофском кресте Он все совершил. Если ты принимаешь Иисуса в свое сердце, то, что, слава Богу, за нас, то, что когда мы принимаем Иисуса, вот эта стена между нами и Богом, это грех, он уходит.
и у тебя наступают живые отношения, близкие отношения с Богом. И ты счастлив безмерно творить то, что Он хочет в твоей жизни. Это песня о том, что мы Его любим, и Он, самое главное, наша ценность в нашем сердце. О, милый мой Господь, возлюбленный Иисус, я жажду лишь Тебя, к Тебе лишь я стремлюсь. О, Боже, не нужны ни молоко, ни мед, мне нужен только Ты, для Тебя душа живет. Все, что мне нужно, это Ты, мой Господь, в Тебе нахожу я неземную любовь. Я открываю свое сердце пред Тобой и стремлюсь к Тебе душой, любимый мой. О, милый мой Господь, возлюбленный Иисус, я жажду лишь Тебя, к Тебе лишь я стремлюсь. О, Боже, не нужны ни молоко, ни мед, мне нужен только Ты, для Тебя душа живет, для Тебя душа поет от раннего утра, и жизнь моя цветет, как сочная лоза. Тобою я живу, Тобою я дышу, с Тобою я пою, с Тобою я люблю. Я созерцаю красоту Твоей души в бескрайних просторах, замирающей тиши, бушующем море, в силе летнего дождя, в порыве ветра, приходя, коснись меня. О, милый мой Господь, возлюбленный Иисус, я жажду лишь Тебя, к Тебе лишь я стремлюсь. О, Боже, не нужны ни молоко, ни мед, мне нужен только Ты, для Тебя душа живет, для Тебя душа поет от раннего утра, и жизнь моя цветет, как сочная лоза. Тобою я живу, Тобою я дышу, с Тобою я пою, с Тобою я люблю. Милый мой Господь, возлюбленный Иисус, я жажду лишь Тебя, к Тебе лишь я стремлюсь. О, Боже, не нужны ни молоко, ни мед, мне нужен только Ты, для Тебя душа живет, для Тебя душа поет от раннего утра, и жизнь моя цветет, как сочная лоза. Тобою я живу, Тобою я дышу, с Тобою я пою, с Тобою я люблю, с Тобою я люблю. Аллилуйя, слава Господу, слава Господу. Господь, и самое прекрасное и радостное, что может быть для нашей жизни, что может быть для нашей души, для нашего сердца,
и с Богом никто и ничто никогда не сравнится. Он самая прекрасная личность на этой планете Земля. И вы знаете, что мы живем в последнее время? Мы живем в последнее время. Поэтому Господь говорит, что Он ждет, когда мы справимся. Конечно, мы не можем со своими силами справиться, но нам нужно прийти к Богу, нам нужно прийти к Нему. И тогда наша жизнь, она будет скорректирована, тогда она будет, пойдет по тому руслу, которое Господь показывает через Свое Слово. Потому что только тогда, когда человек живет по Божьим принципам, он угождает Господу, и его жизнь, она расцветает, и она приобретает смысл, о чем мы сейчас и пели. Vai dzirdet viņa balsi, šīs laiks ir īs, esat gatavi, jo viņš nāk drīz. Tā kunga bērni, neiztrūkstieties, viņš gaida, lai sagatavotu sligavā. Tad pasaulē redzes viņa valstību, tad pasaulē redzes mīlestību, redzes pasaulē, kad atnāks Jēzus. Viņa mīlestība paņems atkal mājās mūs. Sauc, aleluja, sauc, aleluja, sauc, aleluja, ceļiņā. Sauc, aleluja, sauc, aleluja, sauc, aleluja, ceļiņā. Tā kunga bērni, vai dzirdat viņa balsi? Šis laiks ir īs, esat gatavi, jo viņš nāk drīz. Tā kunga bērni, neiztrūkstieties, viņš gaida, lai sagatavotu sligavā. Tad pasaulē redzes viņa valstību, tad pasaulē redzes mīlestību, redzes pasaulē, kad atnāks Jēzus. Viņa mīlestība paņems atkal mājās mūs. Sauc, aleluja, sauc, aleluja, sauc, aleluja, ceļiņā. 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 Sauc, aleluja, ceļiņā. Sauc, aleluja, ceļiņā. Sauc, aleluja! Jēzus tev gaida, viņš tev mīl. Sauc viņu, viņš
dzirdi tev, un viņš atbildi tev. Un viņš galvenais, ko viņš atver tevi, savu mīlestību, kas viņš dod caur Jēzu Kristu. Caur to, ka viņš bija uz krusts, Dievs rada savu mīlestību tev. Amen. Добрый вечер, Лабвакарс. Лабвакар. Мы хотим предложить сегодня хорошую новость, услышать о Боге. Mēs šodien gribam piedāvāt labu vēsti, izdzirdēt par Dievu. Праведный Бог. Taisnīgs Dievs обращается к грешным людям. vēršas pie grēcīgiem cilvēkiem. И Он это делал от самого начала творения мира. Viņš to darīja no paša zemes iesākuma. Когда человек ушел от Него. Kad cilvēks atkāpās no viņa. И сегодня мы уже слышали об этом. Un šodien mēs par to jau dzirdējām. И это все записано в Библии, в Слове Божьем. Tas viss ir rakstīts Bībelē Dieva vārdā. И есть такие слова, которые записаны больше 3000 лет назад. Un ir tādi vārdi, kas ir rakstīti vairāk nekā 3000 gadu atpakaļ. Пророчески. Pravietiski vārdi. И там сказано, что Un tur ir teikts, нет человека праведного на земле, tiešām virs zemes nav neviena tik taisnīga cilvēka, который делал бы добро и не грешил бы. kurš darītu tikai labu un nekad negrēkotu. Но праведный Бог, Bet taisnais Dievs, Он все равно за человеком наблюдает. viņš tik un tā noskatās, noraugās cilvēku. И Он все-таки ищет, кто же есть на земле, который обратит внимание на Него. Un neskatoties to, viņš meklē, kur ir kāds cilvēks, kas pievēršas viņam, Dievam. И есть такие слова в книге мудрого Соломона. Un ir tādi vārdi gudrā Salamana vārdu krājumā. О жизни, как жизнь устроена в нашем вообще существовании человечества. Par to, kā vispār dzīve ir iestatīta šeit cilvēks pastāvēšanas vēsturē. И Бог за этим всем наблюдает. Un Dievs to visu noraugās. И вот здесь такие слова. Un šeit ir tādi vārdi. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Katrai lietai ir savs nolikts laiks, Время рождаться и время умирать. un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem zemes ir sava stunda, savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, Время насаждать и время вырывать посаженное. savs laiks dēstīt un savs laiks dēstīt to atkal izraut. Время убивать и время врачевать. Savs laiks kādu nogalināt un savs laiks kādu dziedināt. Время разрушать и время строить. Savs laiks, ko noplēst un savs laiks, ko uzcelt. Время плакать и время смеяться. Savs laiks raudāt un savs laiks smieties. Время сетовать и время плясать. Savs laiks sērot un savs laiks diet. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Savs laiks akmeņus mest un savs laiks tos salasīt. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Un savs laiks atkamties un savs laiks, kas šķirties. Время искать и время терять. Savs laiks ir ko meklēt un savs laiks, ko pazaudēt. Время сберегать и время бросать. Savs laiks ir ko glābt. Время раздирать и время сшивать. Savs laiks ir ko glabāt un savs laiks, ko galīgi atmest. Savs laiks ir ko saplēst un savs laiks atkal kopā sašūt. Время молчать и время говорить. Savs laiks klusēt un savs laiks runāt. Время любить и время ненавидеть. Savs laiks mīlēt un savs laiks ienīst. Время войне и время миру. Savs laiks karam un savs laiks mieram. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Bet kāds labums tad darītājiem no visām savām pūlēm? Видел я эту заботу, которую Бог дал сынам человеческим, Es esmu dziļāk ieskatījies ciešanu pilnā uzdevumā, ko Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem, чтобы они упражнялись в том. lai viņi ar to mocītos. Все создал Он прекрасным в свое время Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis и вложил мир в сердца их.
pat arī mūžību viņš ir licis cilvēku sirdīs. Хотя человек не может постигнуть дел, которые делает Бог от начала до конца. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu, ne tā iesākumu, ne galu. И таким образом мудрый Соломон, Un tādā ziņā gudrais Salamans, он нам рассказал, что Бог человеку все разрешил и позволил в этой земной жизни. Даже люди убивают, потом пытаются как-то восстанавливать то, что уже разрушено, убито. И Бог за всем этим наблюдает, хотя у него есть хороший план для человека. Jā, Dievam ir labs plāns cilvēku dzīvēs, neskatoties uz to, ko cilvēki dara, Dievam ir labs plāns priekš cilvēkiem. И люди это делают на протяжении тысячелетий. Un cilvēki to dara jau tūkstošiem gadu. Вот, разбрасывают, собирают, убивают, потом пытаются опять восстановить что-то. Viņi izmētā, pēc tam atkal salasa, viņi nogalina, pēc tam atkal mēģina kaut ko glābt situāciju. Да, что-то, вот то, что они потеряли, вот эту праведность, вот эту хорошесть, что человек, он хороший, в нем есть вечная Божья искра внутри, вечность в человеке есть. Jā, cilvēkā ir iekšā mūžība, Dieva radīta mūžība. Да, то есть Бог великий, Он самый святой, прекрасный, праведный, и Он человека таким изначально задумал. Dievs ir radītājs, viņš ir cilvēku radījis pēc savu tēlu un līdzības. Но, как мы поняли, уже 3000 лет сказано, 3000 лет назад, что нет ни одного хорошего и праведного человека, не существует. Bet kā mēs saprotam, jau 3000 gadu atpakaļ ir teikts par to, ka nav neviena taisna cilvēka. И в то же время Бог долготерпит людей и ожидает что-то от них. Ja pašā laikā Dievs ir pacietīgs un viņš gaida uz cilvēkiem. Он ждет вот эту взаимность от человечества. Viņš gaida no cilvēces šo te attiecības. И вот в Новом Завете Un lūk, jaunajā derībā апостол Павел, apostolis Pāvils, он это объяснил. viņš to ir paskaidrojis. Спустя, там, может быть, через 1000 лет апостол Павел, благодаря вере в Иисуса Христа, он объяснил эту вот головоломку. Un pat varbūt pēc vairākiem tūkstošiem gadu apostolis Pāvils paskaidroja šo te rebus, ja tā var nosaukt. Да, что праведный, святой Бог, Он ищет вот этого падшего человека, который никакого добра не делает, все время делает зло, грешит. Ka taisnais Dievs, viņš meklē cilvēkos, lai viņi mainītos, neskatoties to, ka viņi grēko. И вот такие слова, Ромешам 3. Jo Romiešu 3. nodaļā tādi vārdi. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Kāda tad nu ir jūda priekšrocība, ja kāds labums apgriezīšanā? Великое преимущество во всех отношениях. Tas ir visādā ziņā liels. Vispirms, А наипаче в том, что им верено Слово Божие. Vispirms viņiem uzticēt Dievu vārdi. И что же, если некоторые и неверны были, неверность их не уничтожает верность Божью. Bet ja nu daži uzticību lauži, vai tad viņu neuzticība atcer Dievu uzticību? Никак. Nebūtu ne. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Jo Dievs ir patiesa, bet tik viens cilvēks melkojas, gluži kā rakstīts. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Lai tev būtu taisnība tavos vārdos, un tu uzvarētu, kad ar tevi iet tiesa. Если же наша неправда открывает правду Божию, что же скажем? Bet ja nu mūsu netaisnība izceļ Dieva taisnību, ko lai tad mēs sakām? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Vai Dievs tad nav netaisnis, kad viņš soda? Говорю по человеческому рассуждению. Es spriežu cilvēcīgi. Ни в коем случае. Nekādā ziņā. Ибо иначе как Богу судить мир? Jo kā Dievs citādi tiesāts pasauli? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, Bet ja Dieva patiesība viņam par godu skaidrāk atklājusies manu melu dēļ, за что же еще меня же судить как грешника? kāpēc tad es kā grēcinieks vēl tieku tiesāts?
И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Vai tad nedarīsim labāk ļaunu, lai nāk labais? Как некоторые злословят нас и говорят, Kā daži mūsu zaimodami apgalvo, будто мы так учим. ka mēs tā mācām. Праведен суд на таковых. Viņi saņems pelnīt sodu. Итак, что же? Kā tad, ir? Имеем ли мы преимущество? Vai mēs jūti esam labāki? Нисколько. Nebūtu ne. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и язычники все под грехом. Jo mēs jau iepriekš rādījām, ka tik labi jūti, kā grieķi ir vainīgi un stāv zem grēka. Как написано, Gluži kā rakstīts. нет праведного ни одного. Nav neviena taisna, it neviena. Нет разумеющего. Nav neviena, Никто не ищет Бога. kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Все совратились в пути. Visi ir novirzījušies. До одного негодны. Visi kopā kļuvuši nelietīgi. Нет делающего добро. Nav neviena, kas dara labi, it Нет ни neviena. одного. It neviena. Гортань их открытый гроб. Viņu rīklē ir atvērts kaps. Языком своим Ar обманывают. savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki. Яд аспидов на губах их. Čūs kinderi ir aiz viņu lūpām. Уста их полны злословия и горечи. Viņu mute ir pilna lāstu un rūgtuma. Ноги их быстро проливают крови. Viņa kājas steidzas izliet asinis. Разрушение и пагуба на путях их. Posts un bēdas ir uz viņu ceļiem. Они не знают пути мира. Un miera ceļa viņi nepazīst. Нет страха Божия пред глазами их. Dieva bijības nav viņu acu priekšā. Но мы знаем, что закон, Bet mēs zinām, ka visā bauslībā, если что говорит, teiktais teikts tiem, говорит к состоящим под законом. kas stāv zem bauslības. Так что заграждаются уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Tā visiem aizdarīta mutam visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā. Ибо законом познается грех. Jo bauslība dod grēku atziņu. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, о которой свидетельствуют закон и пророки. ko jau apliecina bauslība un pravieši. И в том числе мудрый Соломон. Un tā skaitā gudrais Salamans. Он свидетельствует об этой правде Божией. Viņš liecina par šo Dieva patiesību. Правда Божия о том, что через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих нет различия. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības. Потому что все согрешили и лишены славы Jo Божией. visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. И вот эти слова, которые были сказаны 3000 лет назад, Un šie vārdi, kas bija teikti 3000 gadu atpakaļ, что все лишены и просто обречены. ka visi ir vienkārši nost no Dieva slavas un viņi ir tā kā nolemti. Потому что они не соответствуют Богу. Бог только святой и праведный. Tāpēc, ka Dievs ir tikai vienīgi taisnīgs, pārējie visi ir grēkojuši. А все остальные, даже самые идеальные религиозные люди были, вот иудеи. Pat paši ideālākie it kā šķietami, piemēram, reliģiozie jūdi. Как и сегодня, например, есть множество религиозных людей в нашем обществе. Tā kā šodien arī ir, piemēram, daudz reliģiozu cilvēku mūsu sabiedrībā. Но перед Богом написано, все согрешили и лишены славы Bet Божьей. rakstīts ir, ka Dieva priekšā viņi visi ir vainīgi. И поэтому сегодня правда Божия открывается Tāpēc šodien Dieva patiesība atklājas. только через то, что человек признает, что Господь Бог, ты праведный. Tikai caur to, ka cilvēki atzīst, ka Dievs tu esi taisnīgs. У меня никаких шансов нет Man nav nekāda iespēja к тебе возвратиться. nokļūt pie tevis. И только таким образом человек имеет возможность удостоиться принять веру в Иисуса Христа. Un tikai tādā veidā cilvēkam ir iespēja pieņemt glābšanu caur Jēzu Kristu. Потому что только Он был один праведный, который спустился на землю. Jo tikai Jēzus bija vienīgs taisnais, kurš šeit bija uz zemes. Да, он ходил Бог воплощенный, Боговоплощение. Это тайна величайшая произошла 2000 лет назад. Dievs miesā nācis, un šis noslēpums notika 2000 gadu atpakaļ. И сегодня мы здесь собрались, чтобы вам возвещать об этой величайшей тайне, которая свершилась для всех нас. Un šodien mēs esam šeit, lai stāstītu par šo te
varena noslēpumu, kas ir noticis šajā Поэтому pasaulē. примите сегодня вот эту весть, величайшую новость, которая звучит сегодня, Tāpēc pieņemat šodien šo te vareno vēsti, kur šodien izskan, которая может изменить вашу судьбу. kura var izmainīt jūsu likteni. И вы по-новому посмотрите на все мироустройство. Un jūs ar citām acīm paskatīsieties uz šo te visu pasaules iekārtojumu. Вы не будете путаться, как вот мудрый Соломон, что вот время убивать, время потом что-то создавать опять. Un jūs tā kā nejauksieties kā gudrais Salamans, ka viņš saka, ka vajag, ir laiks, kad nogalināt, ir laiks, kad atkal Вы поймете, Просто- что закон Божий, он идеален, что человеку не нужно убивать, а Yes. потом что-то опять пытаться мухлевать. Jūs sapratīsiet, ka Dieva vārds ir unikāls un cilvēkam nav nekas jānogalina, lai pēc tam kaut ko varētu atkal labot. Потому что Бог, Он все совершил, и Он сегодня творит все новое. Pēc, ka Dievs visu ir paveicis un viņš šodien dara visu jaunu, Для любого человека, jebkuram cilvēkam, у которого пока есть дыхание внутри, kamēr viņam ir, kamēr viņš elpo, Бог сегодня дает все возможности, шансы. Dievs dod viņam visas iespējas. Просто обрести смысл жизни, назначение, исполнить свою самую важную функцию человека. Iemantot šo te dzīves jēgu. Потому что человек это подобие и образ Творца, Бога. Tāpēc, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. И ему нельзя прожить жизнь просто впустую и потом исчезнуть. Un ar cilvēku nebūs tā, ka viņš vienkārši pa tukšo nodzīvos dzīvi un pēc tam pazudīs. Потому что человек это реальный прототип Создателя. Tāpēc, ka cilvēks ir reāls prototips radītāja. И тебе сегодня очень важно задуматься о своей сущности, о том, кто ты являешься человек. Tev ir šodien ļoti svarīgi aizdomāties par to, kas tu patiesībā esi. Бог настолько тебя предпочел, что Он пришел на землю и умер в лице Иисуса Христа. Dievs tik ļoti tevi mīl un mīlēja, ka viņš nāca šeit uz zemes Jēzus veidojumā, miesā, Dievs miesā, lai izpirktu tavus grēkus. И это величайшая цена Un tā ir augstākā cena за любого из нас. par ikvienu no mums. И поэтому мы приглашаем сегодня вас послушать эту самую благодатную новость. Tāpēc mēs jūs aicinām šodien nākat un ieklausieties šajā pašā labākajā vēstījumā, Что сделал Иисус на Голгофе? ko Jēzus izdarīja pie krusta. Он не просто, знаете, личность какая-то в истории, что-то там произошло, но это реально то, что сегодня влияет на наше сегодня поколение, то, что мы сегодня видим. Jēzus nebija tikai personība, bet tas, ko viņš paveica, tas atstāja iespēju arī šodien šeit uz zemes. Оно в моей личной жизни очень сильно повлияло и влияет по сей день. Manā То, dzīvē, что сделал Иисус. manā dzīvē tas personīgi, tas, ko Jēzus izdarīja, ir atstājis un atstāja joprojām lielu iespēju. С каждого нового дня, с утра Katru dienu tas notiek, и до вечера līdz vakaram. я осознаю, что это для меня значит. No rīta līdz vakaram es vienkārši apzinos un saprotu, ko tas man nozīmē. Как апостол Павел там сказал, что для даже религиозного человека знать свое предназначение – это великое приобретение, это такой величайший смысл. Tā kā apostolis Pāvils teica, ka katram pat reliģiozam cilvēkam izprast šo te vēsti, tas ir visnozīmīgākais. Да, это ценность, это огромное сокровище. Tā ir vērtība, tas ir liels dārgakmens. И я вот скажу одну такую лыдзибу, притчу. Es pastāstīšu vienu tādu līdzību, Иисус Христос, когда Он жил на земле, kad Jēzus dzīvoja uz zemes. Он сказал, представьте, какой-то человек, Iedomājieties, kāds cilvēks, он пахал поле, viņš просто strādāja laukā, вот, приготавливал, чтобы сеять, viņš gatavoja lauku, lai varētu sēt. и вдруг он наткнулся на сундук. Un pēkšņi viņš uzdūrās uz sunduku, Kādu, ну, dark, uz dārgakmeni, jā. šķirsts. И вдруг у него включается просто озарение этого человека. Un pēkšņi viņam tā kā atveras acis,
Потому что он хотел подзаработать, что-то там спахать, посеять. Jā, viņš gribēja kaut ko tur pastrādāt, tā kā kaut ko iesēt. И вдруг он понимает, мне надо все продать, что у меня есть. Un pēkšņi viņš saprot, ka man vajag visu pārdot, kas man ir. Все кидать, все плуги, все свои там дела, которые есть. Pamest visus darbus, kas iesāktos. И купить это поле. Un vienkārši nopirkt šo te lauku. Потому что он понял, там сокровище, которое стоит всей его жизни. Tāpēc, ka uz šajā laukā ir tās dārgakmenis, kurš ir nenovērtējams, dārgāks par visu pārējo. И вот Иисус Христос, Он говорит, я это сокровище для всего человечества. Un Jēzus, viņš saka, es esmu šis te dārgakmenis visai cilvēcei. И сегодня ты можешь приобрести вот эту величайшую предназначение для человека, для чего он живет. Un šodien tu vari saprast, izprast šo te vēsti, šo te vispār mērķi, kāpēc cilvēks dzīvo. Потому что это самое великое счастье, Tāpēc, ka tas ir tā pat lielākā laime, которое не сравнится ни с богатством, ko nevar salīdzināt ne ar bagātību, не с вот этими перспективами жизни, ne ar dzīves perspektīvām, которые вот человек может достигать на протяжении всей своей земной жизни. kuras cilvēks var it kā iemantot visas savas dzīves laikā. Но они рядом не стоят с вот этим величайшим сокровищем. Bet viņi nestāv pat līdzās šim te varenajam dārgakmenim. И Иисус это не зря сказал, что нужно все продать и купить это. Un nevelti Jēzus teica, ka vajag visu pārdot un nopirkt to. Потому что если ты это не сделаешь, Tāpēc, ja tu to neizdarīsi, то ты останешься просто со своим вот плугом, со своими грязными вот делами. tad tu vienkārši paliksi tāds, kāds tu esi ar visiem šiem te darbiem, ar visām arī netīrajām lietām. Да, весь такой вот в поту, в поте лица, вспотевший. Sasvīdušu seju. В этом проклятии мира, вот как белка в колесе, вот все время Šajā заматываешь. nolādētajā pasaulē tā kā vāva ritenī. И Господь, Он пришел, чтобы человечество вывести на то первозданное состояние, быть как Бог, праведными. Un Jēzus nāca, lai mūs izvestu ārā no šīs te grēkā pasaules, no lāsta, lai mēs atkal kļūtu tā kā pirmsākumos bijām, līdzīgi Dievam un dzīvot svētu dzīvi. И Иисус, Он приводит нас в Царство Света, в Царство Божьей славы. Jēzus mūs sveta Dieva valstībā, Dieva slavā. В Библии написаны такие слова. Bībelē rakstīti tādi vārdi. Не видел того глаз, Acis to nav redzējis, не слышало ухо того, un auss to nav dzirdējis. не приходило на сердце человека, Neviena cilvēka sirdī tas nav nācis. что приготовил Бог Его людям, любящим Ko Его. Dievs ir sagatavojis viņa cilvēkiem, tiem, kas viņu mīl. И там дальше сказано, но тем, кто любит Бога, Un tālāk ir teikts tiem, kas mīl Dievu, кто теперь с Ним одно целое, tiem, kuri ar viņu ir viens vesels. Он открывает эти величайшие сокровища, красоту, богатство, Viņš viņiem atver šos te varenos noslēpumus, skaistumu, bagātību, Духом Своим Святым. savu svēto garu. Это как озарение может прийти. Var atnākt tāda kā Atklāsme. atklāsme, jā, kas var ieraugt patiesību. То, вот как, например, человек нашел сокровище на поле, вот это равносильно тому. Kā piemēram, cilvēks ieraudzīja šos te dārgakmeni laukā. To var attiecināt uz to. Да, и вот есть даже, вот от чего я отталкиваюсь. Ir arī kaut kas, no kā es tā kā novēršos. Сегодня, люди, например, вот есть роман, да, «Граф Монте-Кристо». Ir romāns Grāfs Monte-Cristo. Вот фильмы уже не раз пересняты. Вот Filmas на ir эту тему. uzņemtas. Вот недавно сейчас опять вышел, уже изданный опять вот кинематографом. Nesen atkal iznāks filma, Там даже то ли сериал целый. vai pat seriāls. О том, как человек, он потерял все, Kā viņš ir pazaudējis visu. и потом внезапно вообще на отшибе своей судьбы Un kad pašā pēdējā brīdī varētu teikt, он вот получает величайшее там богатство и сокровища вообще, которые он никогда даже не думал, что может у него быть. viņš saņem tādu dārgakmeni, par ko viņš nekad nebūtu domājis, ka viņš saņems. И в этом вот в этом произведении самая главная мысль, Un šajā te visā,
scenārijā pati galvenā doma, что этот человек, он из-за мести, из-за своего падшего вот этого греховного существа может потерять это все. ka viņš dēļ atriebības, dēļ šī te stāvokļa, grēcīgā stāvokļa, viņš to var pazaudēt. Да, и всего лишь навсего из-за мести. Tikai atriebības dēļ kaut vai. Да, у этого человека, ему все дано, вот он достиг всего богатства, славы. Viņam viss ir dots, it kā viss viņam ir И у bagātības него slava. возникает желание просто мстить. Viņam vienkārši parādās vēlme atriebties. И он готов на это потратить все, чем он владеет. Un viņš ir gatavs tam veltīt visu, kas viņam ir. Но Ielikt vietā visu. Божья мудрость в мудром советнике, который с ним был, у этого графа Монте-Кристо, Bet Dieva gudrība, tā, kur bija tam grāfam Monte-Cristo, было в том, что тебе не нужно повторить вот такой же опять виток в жизни и опять все потерять из-за того, что не стоит твоей судьбы и твоей жизни. Потерять все и казалось бы, из-за чего? Из-за какого-то пустяка. Вот это, ненависть, желание отомстить. Такая вот глупость, казалось. Jā, Dieva gudrība viņā bija tā, ka nevajag visu pazaudēt atkal dēļ kaut kāda, naida, atriebes kāras. И ему это посоветовал его товарищ там по камере. Viņam tur to ieslodz kameras biedrs viņam to tā kā ieteica. И умер этот, кстати, вот его товарищ. Умер. Un jā, un pēc tam viņš nomira tas kameras biedrs, kurš to ieteica. Последнее пожелание такое. Tā bija tāda pēdējā novēlējums viņam. И вот то же самое сделал Иисус на кресте. Un to pašu Jēzus izdarīja pie krusta. Он, когда умирал, Kad viņš nomira, он сказал: Отец, прости людям. pirms viņš nomira, viņš teica, Tēvs, piedod cilvēkiem. Они не знают, что творят. Viņi nesaprot, ko viņi dara. Они не понимают, что они вот убивают постоянно и не могут избавиться все равно от ненависти, от какой-то вот жажды справедливости. Viņi nesaprot, ka viņi nogalina, ka viņi nevar atteikties no šīm te visām grēcīgajām lietām. И Иисус, Он сказал, чтобы Отец, Он дал им шанс обрести свободу. Un Jēzus viņam novēlēja, lai Tēvs viņam dot iespēju iemantot brīvību. И Он сказал такую, зашифрованная фраза, которая может сегодня сработать в твоей жизни. Un viņš teica tādu, varētu teikt, šifrētu frāzi, kuru var noderēt tavā dzīvē šodien. Он сказал: свершилось. Viņš teica, viss piepildīts. И если ты сегодня поверишь в эту весть, что Иисус сделал что-то просто сверхъестественное, Ja tu noticēsi tam, ka Jēzus izdarīja pārdabisku lietu, то в твоей жизни может наступить все совершенно по-новому. Закрутиться в жизни все иначе. tad tavā dzīvē var sākties jauns posms. Да, не так, как мы говорили, все как белка в колесе, все по-старому, все от зла к какому-то еще большему злу. Ne tā kā vāvera ritenikā no ļaunuma uz lielāku ļaunumu, bet jauns posms. Да, и пытаться вот выжить все время. Un tad nevajadzēs censties visu laiku izdzīvot arī. Но ты начнешь жить по-настоящему, Bet tu sāksi patiesi dzīvot. смысл твоего Tu существования. ieraudzīsi savas dzīves jēgu. Потому что это то, что сегодня так необходимо людям в нашем мире. Tāpēc, ka tas ir tas, kas šodien cilvēkiem šajā pasaulē tik ļoti vajadzīgs. Чтобы не употреблять какие-то антидепрессанты, да, ходить все время искать какую-то моральную поддержку. Lai nelietotu kaut kādas antidepresantus, lai neiet visu laiku meklēt kaut kādu morālu atbalstu. Как в том числе вот люди все время, да, войны устраивают, да, убивают. Kā tā skaitā cilvēki visu laiku karo, nogalina. И крайними в этом всем становятся, например, военные люди. Они воюют, да, и у них потом травматический синдром. Jā, un vislielākie cietējuši šajā visā ir tie, kas karo, jo viņiem pēc tam ir psiholoģiskas dabas problēmas Да, arī. и в том числе у мирного населения, которое страдает от этого. Un tāpat skaitā arī
šiem iedzīvotājiem, kas vienkārši cieš no tā, mierīgiem iedzīvotājiem. Но когда есть вот эта уверенность в своем вот бытии, в своем существовании, для чего я живу, Bet, kad ir ticība tam, pārliecība un sapratne par to, kāpēc vispār dzīvoju, тогда не нужны вот эти все транквилизаторы, антидепрессанты. tāpēc tad nav nevajadzīgi nekādi šie antidepresanti. И об этом свидетельствует история, когда первые христиане умирали просто массово. Par to liecina arī vēsture, ka pirmie kristieši mira. Есть свидетельство о том, что в амфитеатрах, когда раздирали христиан, там львы на этих игрищах, Tad, kad amfiteātros ir liecības par to, ka amfiteātros tā kā lauvām kristiešus arī, jā, saprat? Kristiešus veda lauvām saplosīšanai. а они там, вот это прям задокументировано, они с улыбкой на лице умирали и пели песни. Ir pat tas dokumentēts, ka kristieši ar smaidu sejā mira un dziedāja dziesmas. И представьте, как это можно делать, если у тебя физическая боль, моральная, казалось бы, Stāties угнетение. priekšā vispār, kāds ir iespējams, ir fiziskas sāpes un morālas sāpes vispār. Но в этом суть, что эти люди, они уразумели свое предназначение, свой вот, смысл бытия. Bet tas bija iespējams, tāpēc, ka cilvēki vienkārši saprata dzīves jēgu, to, kāpēc viņi dzīvo un uz kurien viņi iet pēc šīs zemes dzīves. Да, и это и говорит также в словах Иисуса, есть такая тоже фраза, он говорит, не бойтесь того, кто убивает ваше тело и, да, может вас как-то угнетать, Un Jēzus arī saka, nebaidieties tas, kas nokauj jūsu miesas, но бойтесь лучше того, который и тело, и душу может вот, определить в неизбежность. bet baidieties no tā, kas jūsu miesas dvēseles var iemest ellē. Да, а если ты в этом вопросе разберешься, Un ja tu šajā jautājumā tiksi skaidrībā, то тогда вот это физическое страх, он уйдет. Иисус это обещает. tad fiziskās bailes vienkārši atkāpsies, Jēzus to saka. Да, всякие фобии, которые сегодня так Dažādas наполняют наше fobijas, общество. kuras šodien pasaulē ir. Люди боятся просто там пройтись где-то ночью там, или без света. Cilvēki baidās, piemēram, iet naktī kaut kur vai bez gaismas gulēt. Да, и множество есть и духовных страхов. Un ir daudz arī dažādu garīgo baiļu. Но Господь сегодня может тебя освободить от этих всех Bet Dievs šodien tev проблем. var atbrīvot no visām šīm te problēmām. Иисус для того и явился, Tāpēc, ja es nācu šeit, чтобы были разрушены все дела дьявола. lai visi vēlni darbi tiktu izjaukti. Он хочет, чтобы из царства тьмы ты вошел в царство Божьего света. Viņš grib, lai tu no tumsas valstības iemantotu gaismas valstību, Dieva valstību, Это царство любви. mīlestības valstību. Там, где Бог изначально, как в Эдемском саду, Tur, kur ir Dievs, tā kā no iesākuma, kad Dievs bija ēdnes dārzā. любит общаться со своим вот, себе подобным. Un viņš mīl komunicēt ar sev līdzīgajiem. И каждый из нас таковым в его глазах является. Un katrs no mums tāds ir Dieva acīs. Бог настолько нас сильно любит, Dievs tik ļoti mūs stipri mīl, что Он сегодня ждет, чтобы люди обратили внимание на Его вот это величайшее добро, которое Он сделал. Dievs tik stipri mūs mīl, ka viņš gaida, kad cilvēki pievērsīs uzmanību Dievam, tam, ko viņš izdarīja, paveica mūsu labā. На кресте Jēzus pie krusta. это триумф, Tas ir triumfs, на который ты можешь сегодня обращать внимание и радоваться kam tu šodien vari pievērst uzmanību un priecāties par to. всю твою оставшуюся жизнь. Visu savu atlikušo dzīvi. Вот. Не смотреть сегодня на олимпиады, на какие-то триумфы непонятные. Neskatīties uz kaut kādām olimpiādēm, uz kaut kādiem triumfiem nesaprotamiem. Невозможно сегодня вот радоваться от каких-то побед, если там что-то недостойно. Nevar priecāties par kaut kādām uzvarām, ja tur kaut kas ir necienīgs. Кого-то там, знаете, обделяют, лишают прав, просто уничижают достоинство, Kaut ko tur apdala, состязания. lietas atņem tiesības. Да. Но у Бога не так в Его Царстве. Dieva valstībā nav tā. Он там все совершил и нам предлагает теперь
Viņš tur visu paveic, un viņš piedāvā mums šodien. Пребывать в этом великом, прекрасном, да, царстве Būt, возлюбленного Сына Божьего. būt par Dievu mīļoto bērnu, dēlu meitu. Viņš piedāvā šodien. Участниками Его вот этого замысла в творении. Un būt sastāvdaļai, šī Dieva plāna sastāvdaļai. И это оно в разных вещах будет выражаться. Un dažādās lietās tas izpaudīsies. В том, что ты будешь побеждать в своей жизни. Tajā, ka tu uzvarēsi savā dzīvē. Ты будешь достигать целей, Tu sasniegsi mērķus savā dzīvē. которые ты, по-человечески ты не можешь достигнуть. Jēzus arī tevi mīl. Reiz tu satiksies ar Jēzu. Piemini manas vārdus. Однажды все мы встретимся с Богом, и мы увидим, сколько мы чего-то могли достигнуть. Un reiz mēs satiksimies ar Jēzu, un mēs ieraudzīsim, cik ļoti daudz mēs varējām sasniegt. И, к сожалению, многие из нас увидим, что мы так много упустили в своей жизни. Diemžēl daudz no mums ieraudzīs to, ka tik daudz, ko mēs esam savās dzīvēs palaiduši garām. Но, по крайней мере, одно не пропусти. Bet pats galvenais nepalaid garām vienu lietu. Просто, чтобы оказаться в Божьем Царстве. Lai tu iemantot debesu valstību. Потому что это просто, оно рядом не стоит со всем нашим вот этим физическим миром. Tāpēc, ka Божье Царство. to nevar salīdzināt ar visām šīm te fiziskajām lietām. Потому что в этом мире много несправедливости. Tāpēc, ka šajā pasaulē ir daudz bezdievības. Люди Netaisnības. вкладываются во много, а потом получают мало результата. Cilvēki daudz kur ieliekas iekšā, tā kā pēc saņem maz atpakaļ, maz Но rezultātu. если ты начнешь свою жизнь с Иисусом, Ja tu sāksi savu dzīvi ar Jēzu ты Kristu, увидишь больше результатов. tu ieraudzīsi labāku rezultātu. И даже если тебе вокруг будет все говорить, что везде облом, везде что-то не хватает. Pat ja tev apkārt visi teiks, ka tev kaut kas nepietiek, kaut kas nav tā kā vajadzētu būt. Но с Богом ты в конечном итоге увидишь, что это того стоило. Bet tu gala beigās tu ieraudzīsi, ka tas bija tā vērts, ka Что в maksāja. этой жизни ты достиг самого главного, это взаимосвязи с твоим Ka Создателем. tu esi šīs dienas dzīves laikā, esi iemantojis pašu galveno И Он, glābšanu caur Jēzu и он Kristu. знает наперед твои шаги жизни. Un Dievs zina tavus soļus tālāk uz priekšu. И Он знает, что для тебя лучше. Un viņš zina, kas priekš tevis ir labāks. И поэтому ты сможешь жить с такой спокойствием, что не беспокоясь, чего-то я не достиг, там, чего другие достигли. Tāpēc tu vari dzīvot tādu mierīgu dzīvi kopā ar Dievu, saprotot, ka viss nav tajā, cik daudz tu esi sasniedzis šīs te laicīgās dzīves laikā. Но то, что Бог для тебя предназначил. Bet galvenais ir tas, ko Dievs tev ir paredzējis. И Бог, Он предназначил, чтобы мы собрали сокровища в Царстве Небесном. Dievs ir paredzējis, lai mēs krātu mantas debesīs. А в Его Царстве самое великое сокровище – это души людей. Un Dieva valstībai paši vērtīgākie dārgakmeņi, tās ir cilvēku dvēseles. И если ты принесешь Богу хотя бы один плод в твоей жизни, Ja tu savas dzīves laikā Dievam atnesīsi kaut vienu dzīves šo te augli, да, то есть поможешь для Божьего Царства, palīdzēs Dieva valstībai, то Иисус обещал, Он сказал, ты получишь в 100 раз больше. tad Jēzus teica, viņš apsolīja, ka tu saņemsi atpakaļ 100-kārtīgi. И в конечном счете ты просто имеешь прописку в вечном Царстве Бога. Pats galvenais, tu iemantos debesu valstību. У тебя там особое место. Tev tur ir īpaša vieta sataisīta. И мы сегодня для этого здесь, чтобы Tāpēc mēs тебе esam šodien šeit, дать величайший шанс, lai tev dotu šo te vareno iespēju, привилегию privilēģiju, обрести вот эту прописку и iemantot ceļazīmes debesīm, удостоенным вечного Царства Божьего. lai tu nokļūtu debesu valstībā. Вот. Примите сегодня Pieņemiet šodien. решение пойти Ладно. за Иисусом Христом, Sekot Jēzum Kristum. да, взять крест Его Ņemt krustu и принять все, что Он сделал вместо тебя. un pieņemt to, ko viņš izdarīja tavā vietā. И тебе не придется, знаете, там, умереть физически Un tev nevajadzēs mirt savos grēkos, за свои грехи, за какие-то дела и поступки. par savām rīcībām nepareizajām. Ты просто сможешь
жить во славу Tu Божию. vienkārši varēsi dzīvot Dieva slavā. У тебя нет никакого больше осуждения и угнетения. Tev nebūs nekādas nosodīšanas vairs. Это же прекрасно. Tas ir brīnišķīgi. Просто жить в таком восторге. Даже если вокруг все плохо, у тебя такая информация Vienkārši внутри. dzīvot tādā Iepriecā. labbrīnā, iepriecā. Ka tev apkārt, neskatoties to, kas tev apkārt notiek, tev ir Да, хоть там война, kārtībā. хоть апокалипсис vai наступает. apakalipse vai karš, vienalga. А у тебя просто такой потенциал. И Vienkārši tāds potenciāls. в Царстве Божьем у тебя все есть, все потребное. Tev ir debesu valstība, tas iemantojas debesu valstība un viss, kas tev vajadzīgs, būs debesīs. Это же такая величайшее преимущество и привилегия. В отличие от многих других людей, у которых нет таких шансов сегодня и уверенности. Это просто такая благодать, так и называется в Божьем Слове. Это благодать. Это ценность, которую человек не может сам себе как-то приобрести, заполучить. Это просто как величайший подарок. Amen. Аминь. Давай, переводи адрес. На русский. Переводи адрес. Переводи. Нет, давай ты перевози. Давай, переводи адрес. Mēs šodien esam sanākuši šeit, lai sludinātu labo vēstu. Мы сегодня здесь для того, чтобы проповедовать благую весть. Un pats svarīgākais dzīvē ir ticēt Jēzum Kristum. И самое главное сегодня, что ты можешь делать, это поверить в Иисуса Христа. Tas ir pats svarīgākais, kas mums Это nepieciešams. самое наиважнейшее, что тебе необходимо. Jo Dievs grib glābt visus cilvēkus. Потому что Бог хочет спасти всех людей. Un Viņš grib, lai visi cilvēki nāk pie patiesības atziņas. Он хочет, чтобы все люди пришли к познанию истины. Bībelē teikts ir, ka mēs visi esam grēkojuši. В Библии написано, что все мы Un согрешили. visiem trūkst dievišķās godības atziņa. И всем нам недостает познания о Боге. Tāpat Bībelē teikts ir, ka grēka alga ir nauda. В Библии написано, что возмездие за грех смерть. Bet Dieva balva, Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu. Божий подарок – это жизнь вечная во Христе Иисусе. Un ik viens, kas piesauc tā kungu vārdu, tiek Всякий, кто izglābts. призовет имя Иисуса, будет спасен. Tāpēc, ka vienīgais ceļš, patiesība, dzīvība ir Jēzus Потому Kristus. что единственный путь, истина и жизнь на небеса – это Иисус Христос. Jēzus pats teica, esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Иисус так сказал: «Я есть путь, истина и Un жизнь». neviens netiek pie tēva, kā vienīgi caur mani. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Jēzus mums dod dzīvību. Иисус дает нам жизнь. Viņš mūs no tumsas ved uz gaismu, Иисус нас из тьмы ведет в свет, no nāves uz dzīvību. из смерти в жизнь. Bez Jēzus nav dzīvība, А без Иисуса нет жизни, nav glābšana. нет спасения. Jēzus teica, ka visiem cilvēkiem, lai viņi nonāk debesīs, Иисус сказал, что всем людям необходимо, чтобы попасть в небеса, viņiem ir jāatdzimst no Dieva gara, attiecams no augšiem. необходимо родиться свыше, от Духа Божьего. Un to mēs varam izdarīt tad, kad mēs pieņemam Jēzu savā И sirdī. это делаем мы, когда принимаем Иисуса Христа в свое сердце. Jo Bībele teiks, no žēlastības mēs esam pestīti ticībā. Потому что Библия так учит, что благодатью мы спасены через веру. Tas nav no mums, tā ir Dieva dāvana. И это не от нас, это Божий дар. Jo Dievs negrib, lai mēs lielītos ar saviem darbiem, tāpēc Viņš izdarīja mūsu vietā visu. Потому что Бог, Он не хочет, чтобы мы сами начали своими делами хвалиться. Он сделал все вместо нас. Viņš pie krusta izdarīja visu, Он на кресте там все исполнил. lai mēs iegūtu mūžību dzīvību. Чтобы мы сегодня обрели вечность.
lai mums būtu grēka piedošana. чтобы у нас были прощены грехи. Viņš pie krusta mūs atpirka Он на кресте нас искупил no grēcīgās dzīves. от греховной жизни. Un tad, kad mēs atzīstamies savos grēkos, И тогда, когда мы сознаемся в своих грехах, viņš ir uzticams un taisnīgs. Он, будучи верен и праведен, Viņš piedod visus grēkus Он прощает нам все un грехи šķīsta mūs no visas и netaisnības. очищает от всякой Un неправды. tad, kad mēs pieņemam viņu, atzīstamies И grēkos, таким образом, как только мы Его принимаем, признаем свои грехи viņš piedod visus mūsu grēkus. и оставляем их, Он их прощает нам. Un viņš piedod un vairs nepiemin Он mums par прощает grēku. нам все настолько, что больше никогда не It kā вспоминаем. mēs nekad nebūtu grēkojuši. Будто бы вообще никогда мы не согрешили. Visi grēki paliek mums aiz muguras. Он их закидывает нам за спину. Un mēs kļūstam par jauniem radījumiem Мы Jēzu Kristu. становимся просто новым творением во Христе Иисусе. Mūsos iemājot Dievu gars, svētais gars. Внутри каждого верующего начинает жить Дух Святой. Jo tad, kad Jēzus nomira pie krusta, Потому что когда Иисус умер на кресте, viņš šeit vēl bija uz zemes Он здесь на земле будучи, pēc augšām celšanās. после Его воскресения, Viņš vēl pabija uz zemes 40 Он dienas был здесь, находился 40 дней. garīgā miesā. Он находился в новом преображенном теле своем. Un pēc tam viņš gāja uz debesīm. И когда Он взошел на небеса, Viņš lūdz tēvam, Он упросил своего Отца, lai viņš sūta šeit mums uz zemes svēto garu. чтобы Он послал нам сюда на землю свой Дух Святой. Šeit šobrīd šeit uz zemes ir svētais gars. Сейчас здесь на земле обитает Дух Святой. Un viņš ir katra ticīgā cilvēka sirdī. И Он в каждого верующего христианина в сердце живет. Un kad mēs pieņemam Jēzu, И именно когда мы принимаем Иисуса mūsos Христа, iemājo Dieva gars, в наших сердцах обитает Дух Святой. jā, un mūsu Bībelē teica, ka mūsu ķermenis ir svētā gara И mājoklis. наше тело становится храмом живущего в нас Духа Un Божьего. mūsu dzīvo Dieva gars. В нас начинает жить Божий Дух. Un Dievs mūs sauc par Dieva Бог bērniem. называет нас теперь своими детьми. Jo Bībelē teikts, visus, ko vada Dieva gars, ir Dieva Потому что bērni. так написано, все водимые Духом Божиим, они являются детьми Божьими. Ja jūs neesat pieņēmuši Jēzu, Если же вы не приняли ja Иисуса, jūs neesat atzimuši no Dieva gara, и если вы не возрождаетесь духовно, jūs neesat Dieva bērni. таким образом вас нельзя назвать детьми Божьими. Tāpēc jums ir jāatzīst no Dieva gara, lai jūs kļūtu par Dieva bērniem. Поэтому вам необходимо возродиться сегодня свыше, чтобы стать детьми Un, Бога. un lai jūs pēc šīs zemes dzīves nonāktu debesīs. И чтобы после этой земной жизни вы могли обрести вечную жизнь. Tikai tie cilvēki, kas atzimuši no Dieva gara, Только те люди, которые возрождены от Духа Божьего, kas ir no jauna piedzimuši, которые возрождены свыше, снова рождены. tie var nonākt debesīs pēc šīs Только zemes такие dzīves. люди, они будут в вечности с Богом. Tos teica pats Jēzus. Об этом Иисус сам Viņš сказал. izlaiž savus asins, Он излил свою кровь, lai mēs saņemtu grēku чтобы piedošanu, мы получили прощение грехов, lai mēs tiktu taisnoti, чтобы мы были оправданы, lai mēs mūžībā varētu būt kopā ar и Dievu. чтобы всю вечность мы могли обитать с Jo Богом. Dievs ir svēts, Потому что Бог, Он свят. un debesis ir svētas. И небеса — это святое место. Un bez Jēzus Kristus asinīm А без крови Иисуса neviens cilvēks nevar nonākt ни один debesīs. человек не сможет попасть в Tikai небеса. caur Jēzus Kristus asinīm Только через кровь Иисуса Христа. mēs tiekam attaisnoti. Мы оправданы. Tāpēc mums visiem ir nepieciešama Jēzus Поэтому нам asins, всем необходимо сегодня это кровь Иисуса. lai mēs nonāktu pie šīs zemes Чтобы dzīves мы debesīs. обрели потом вечную жизнь в Царстве Небесном. Ja mēs aizem no šīs zemes dzīves bez Jēzus, Если мы уходим с этой земной жизни без вот всего, что сделал Иисус, mēs nomirstam kā grēcinieki. то мы умрем как грешники. Mēs nomirstam ar visiem saviem Мы grēkiem. умрем просто как греховное творение. Jo tikai caur Jēzu ir grēku piedošana. Потому что только благодаря жертве Христа есть Caur прощение viņa izlaitam грехов. asinīm ir grēku Через piedošana. то, что Он пролил свою кровь, есть прощение. Bez Jēzus nav mūžīga А без dzīvība. вот
того, что Иисус нам дает, у нас нет шансов вечной жизни. Mēs nekad nebūsim mūžībā kopā Мы ar Dievu. никогда не сможем обитать вечно с Mēs Богом. ejam mūžīgā pazušanā bez Jēzus. Просто человек обречен на вечную жизнь без Бога. Tāpēc mēs esam šeit, Поэтому сегодня мы здесь, lai celtu jums ticību, чтобы вам дать вот эту уверенность, поднять в вас веру, lai jūs sāktu ticēt чтобы Jēzum. вы начали в это верить, в Иисуса Mēs Христа, gribam, lai jūs esat glābti. чтобы у вас было спасение. Dievs mūs ir izredzējis, Потому что Бог нас предизбрал, lai mēs sludinātu labo чтобы vēstu, мы проповедовали хорошую, добрую весть, lai mēs sludinātu šo glābšanas vēstu. чтобы мы возвещали эту спасительную весть. Mēs esam šeit uz zemes kā Dieva darbinieki. Мы здесь на земле как соработники, Божьи люди, Dievs mūs izredz, которых Он избрал, lai mēs sludinātu, чтобы они проповедовали, lai mēs liecinātu, чтобы свидетельствовали, lai cilvēki dzirdētu šo labo ziņu, чтобы люди, человечество слышало эту хорошую весть lai Божью, cilvēki nāk pie Jēzus, чтобы люди просто обратились к Христу, lai viņi piedzimtu no augšiem, чтобы они возродились свыше, lai viņi mūžībā būtu kopā ar Dievu. чтобы потом всю вечность обитать с Богом. Tāpēc mēs esam šeit. Поэтому сегодня мы здесь. Un es gribētu, lai katrs cilvēks, Я хотел бы, чтобы каждый человек, kas iet šeit который garām, здесь вот проходящий, каждый из вас, kas skatās internetā, кто смотрит через интернет, lai katrs cilvēks tiek glābts. чтобы каждый человек был спасен. Tā ir manas sirds Это vēlēšanās. мое вот самое огромное желание сердца. Un tāpēc mēs esam šeit. Поэтому мы здесь. Jo Bībelē rakstīts, В Библии написано так, jo no klausīšanās rodas cilvēkiem что ticība. вера происходит от слышания у людей. Un arī no sludināšanas rodas ticība. И это слышание, когда кто-то проповедует. Un ja mēs sludinām, И вот мы проповедуем. mums pašiem ceļas ticība. Во-первых, у нас самих вера возрастает. в том, Un что tie, мы kas говорим. dzird cilvēki, И те люди, которые слушают, tiem arī rodas ticība. у слушающего тоже начинает возрождаться вера. Ja viņš atver savu sirdi, Когда ты просто открываешь Диалог. свое сердце Богу. mēs nevaram glābt jūs, Потому что по-человечески невозможно как будто спастись. bet caur Dieva garu mēs Но tiekam glābti. только благодаря Духу Божьему мы вот Un обретаем tāpēc mēs спасение. esam šeit, Поэтому мы здесь сегодня. lai Svētais Gars ar Чтобы mums Дух Святой через нас, runātu uz чтобы jums, Он говорил в ваши сердца, lai viņš glābtu jūs. чтобы Он мог спасти вас сегодня. Mēs to ļoti vēlamies, lai Dievs mūs tādā mērā lietot, Это вот самое наше заветное желание, чтобы Бог нас таким образом использовал. lai mūsu vārdi būtu svaidīti, Чтобы эти слова, помазанные Духом Божьим, lai tie aizskat jūsu sirdi, чтобы они затронули ваши сердца. lai jūsu dzīve И izmainītos. чтобы таким образом жизнь изменилась. Jo bez Jēzus, Потому что без Иисуса, es dzīvoju bez Jēzus, если вот и я живу вот без Иисуса, kad es dzīvoju bez Jēzus, когда я жил без es Иисуса, biju pilnībā atkarībā. я был полностью в зависимости. Es biju uz nāves sliekšņa, Я был на вот грани смерти. bet man mamma lūdza par maniem Но моя Dievu. мать молилась за меня. Un Dievs atdzirdēja manu И mammas Бог lūgšanu. услышал молитвы моей матери. Viņš dzirdēja, viņš zināja manas mammas Он ticību. знал веру моей мамы. Un viņš izpildīja mammas И lūgšanas. Бог, Он исполнил желание и молитву моей матери. Viņa lūdza tik ilgi, Она молилась настолько долго, līdz kamēr es netiku glābts. до тех пор, пока я был вот спасен. 15 gadus viņa lūdza par maniem Это Dievu. 15 лет она молилась. Viņa neapstājās И она не un останавливалась. nepamet šo Она lūgšanu. не бросала эту молитву. Viņa lūdza līdz saņem atbildi. Она молилась до тех пор, пока получила ответ. Varbūt jūs kāds lūdz par savu И, bērnu может быть, сегодня кто-то молится о своих детях, умоляет Бога. 5 gadus, Уже, может, 5 лет, 6 gadus. может, 6 лет. Tad mamma lūdza А 15 моя gadus. мать, представьте, 15 лет молилась. Nepametiet šo lūgšanu pusceļā. Неустанно, не покидала это вот Lūdziet, моление. kamēr jūs saņemsiet atbildi. Поэтому молитесь, пока вы не получите ответ. Es par savu dēlu
Я за своего, уже своего личного сына, Modri. вот за Модри, Lūdzu 7 gadus, молился целых 7 лет, līdz viņš nāca pie Dieva. пока он не обратился к Богу. Un šodien viņš ir ar Dievu. И сегодня он уже в общении с Богом. Un viņa sieva ir ar Dievu. Его жена, Viņa ģimene ir ar Dievu. семья вся его с Богом теперь. Un viņš katru dienu И sludina. он каждый день теперь благовествует. Viņš sludina vairāk nekā es. Он даже больше, чем я благовествует, мой сын. Tāpēc, ka Dievs viņu izglāba. Потому что это Бог его спас. Viņš bija pilnīgi neticīgs cilvēks. А перед тем он был совершенно неверующий человек. Pilnīgās atkarībās. Он был тоже порабощен зависимостью. Visu naudu nospēlēja Он azartspēlēs. все вот играл в эти азартные игры. Gribēja vairākas reizes izdarīt Он pašnāvību. множество раз попытки делал суицид. Viņš 20 dienu un 21 dienu neko neēda. 20 дней вот даже не ел. Было Bija такое badā. состояние. Viņš gribēja nomirt. Он просто хотел вот такой голодовка, умереть. Bet tad viņš atcerējās, ka viņam ir dēls. Но в момент он вспомнил, у меня есть сын. Un viņš domāja, ja es nomiršu tagad, И он подумал, ну если я сейчас умру, mans dēls nekad neuzzinās, а ka мой es varētu, сын никогда не узнает, что я жил. ko es varēju izdarīt dzīvē. И он не узнает, что я хотел бы сделать. Un tāpēc nepametiet līdz lūkšanai Поэтому не savu. бросайте свое решение какой-то молитвы достигнуть. Un neapstājieties savā lūkšanā. Не останавливайтесь. Un в молитве. turpiniet lūgt, līdz Продолжайте молиться до самого конца, jūs saņemsiet atbildi. пока не придет этот ответ. Tā kā mēs šodien beidzam šo И сегодня мы будем заканчивать lūkšanas vakaru, вот evangelizācijas vakaru. этот вечер вот, призыва к покаянию мы будем заканчивать. Un nobeigumā es gribu, lai jūs pieņemat Jēzu savā sirdī. И Es в palūkšu šo завершение grēku мы nožēlu хотим сейчас вас lūkšanu. пригласить помолиться этой молитвой покаяния. Es lūdzu, lai katrs cilvēks, kas šeit iet garām, Я молюсь, Господи, чтобы каждый проходящий kas сейчас, skatās internetā, каждый, кто слушает в интернет, lai katram pieskaras svētais gars šajā brīdī каждый, коснись Дух Святой сейчас. un atklāj viņam Jēzus Kristus. Открой им Иисуса Христа. Дух Atklāj, ka Святой. Jēzus ir dzīvs, Откроем, что Ты живой, Иисус. ka Jēzus ir ceļš, patiesība un Что dzīvība, Иисус, Ты есть путь истинной ka bez жизни. Jēzus nav glābšanas, Что без Иисуса Христа ka нет bez Jēzus nav спасения. dzīvības, Без Иисуса нет этой жизни. bez Jēzus mēs neviens nenonāk Никто debesīs. из нас не попадет в Царство Божие. Jums vajadzīgs visiem Jēzus, Что всем необходим Иисус. un kad tu būsi glābts, И когда ты будешь спасен, arī viss tavs nams tiks то glābts, спасется и твой дом. kā mans nams tiek Как glābts. мой дом был спасен. Tāpēc mēs tādu lūksim par katru cilvēku. Поэтому мы сейчас молимся за каждого Un человека. atkārtoties uz manis šo lūkšanu, Давайте повторим такую молитву. kas vēl nav pieņemts sirdī Те, Jēzu. кто не приняли еще в свою жизнь Иисуса Христа, Pieņemiet jūs Jēzu, примите сейчас Иисуса Христа, un jūsu dzīve и izmainīsies. ваша жизнь изменится. Kā mana dzīve Как izmainījās. моя жизнь изменилась. Vienā mirklī В izmainījās. одно Kad мгновение, es pieņēmu Jēzu, как только я принял es Иисуса, teicu Dievam, я сказал Богу: ja tu esi, Бог, если Ты есть, ja tu mani izglābsi, если Ты меня спасешь, ja tu man atbrīvos no tās если atkarības, kas man освободишь ir, меня от всех моих этих грехов, es tev ticēšu, я тогда буду верить Тебе. un tev kalpošu visu И savu буду dzīvi. служить Тебе всю Un свою Dievs жизнь. man atbrīvoja. И Бог меня освободил Vienā mirklī. в одно мгновение. Un ienāca manā dzīvē, И manā Он sirdī. вошел в мою жизнь и наполнил мое сердце. Un es jau 18 gadus kā Я esmu уже Dievu 18 лет теперь с Богом. un kalpoju viņam. Я служу Ему. Un arī visi mani bērni tiek glābti un И kalpo все Dievu. мои дети служат, спасены. Un ja теперь jūs Богу. gribat, lai jūsu dzīve izmainās, Если вы хотите сегодня, чтобы ваша жизнь изменилась, un ja, lai jūsu bērnu dzīves если izmainās, вашим детям сегодня так необходимо изменение, tad skaitiet kopā ar maniem šo давайте grēku сейчас nožēlu. вместе помолимся такой молитвой. Sakiet, Скажите: dārgais kungs Jēzus, дорогой Господь Иисус, nāc manā sirdī войди в мое сердце un piedod manus и grēkus. прости все мои грехи. Atbrīvo mani no visa sliktā Освободи lieka un меня от nevajadzīga. всего плохого, ненужного в моей жизни. Es pateicos Jēzus Kristus, И я благодарю Тебя, Господь Иисус, ka tu esi nomiris par maniem grēkiem. что Ты умер за все мои грехи. Un es ticu, И я верю, ka tu esi augšām cēlies no что mirušajiem. Ты воскрес из мертвых. Un es ticu, Jēzu, И я верю Тебе, Иисус,
ka tu esi dzīvs, что ты живой. un ka tu šobrīd sēdi Tēvam pie labās rokas debesīs. Сейчас сидишь по правую руку Бога Отца. Un es ticu, Jēzus, Я верю тебе, Иисус, ka tu nāksi atkal šeit uz что zemes ты второй раз придешь на эту землю. un nāksi pēc manis. И ты придешь за mной. Saka Jēzum, piepild man ar svēto Скажи, garu. Иисус, наполни меня Твоим Святым Духом. Un tagad apliecini kopā mani. И теперь исповедую вместе такие слова. Saka, es esmu glābts, Скажи, я спасен, man ir piedots, мне прощено, es esmu jaunpiedzimis, я возрожден заново. un es esmu ceļā uz debesīm. Я теперь по пути в Царство Божие, на Jo небеса. manā sirdī tad ir Jēzus Потому Kristus. что теперь в моем сердце Иисус Христос. Ja to ar savu mutu apliecināji Если ты исповедовал своими устами, un sirdī ticēji, сердцем веровал, ka Jēzus ir uzmodināts no что mirušiem, Иисус воскрешен из мертвых, tad tu esi glābts. то ты теперь спасен. Un tavs vārds ir rakstīts И dzīves твое grāmatā. имя записано в книге жизни на небесах. Sako Jēzum līdz zemes zīmes Теперь finišam, следуй за Иисусом до скончания твоих дней. un tu mūžībā būsi kopā ar viņu. Всю вечность будешь с Богом. Līdz ar to mūsu šodienas vakar Тем evanģelizācijas самым vakars заканчивается beidzas. этот вечер нашей евангелизации. Tiekamies atkal sestdien, И встретимся теперь в субботу. 17. 5 часов вечера. 17 časov večeram sečājas. Līdz sestdienai. До субботы.